хотелось провести свою жизнь в тюрьме. Большую часть жизни 33-летний Сирин Фардинов провел за решеткой. В очередной раз на скамье подсудимых оказался по обвинению в краже. Его могли были подозревать в убийстве, совершенном 9 лет назад, но следователи установили, что участие в нем он не принимал. Согласно уголовному делу, в 2020 году он вместе с 53-летним Айратом Хазиевым проникли в чужой дом и украли электроинструменты. Их задержали по горячим следам. И именно эта кража помогла раскрыть более тяжкое преступление. Установлено, что двое из фигурантов в 2020 году совершили проникновение в жилище, а также, будучи в этом помещении, в этом жилом помещении, совершили хищение электроинструментов. Кроме этого, один из фигурантов признан виновным в том, что он не соблюдал административные ограничения, установленные ему судом. Как доказало суду обвинение, летом 9 лет назад в Сарманово Сирин Фардинов вместе с Айратом Хазиевым и еще одним приятелем, 26-летним Рустемом Минахметовым, пришли в гости к своему знакомому. Там был еще один мужчина. Все выпивали, затем поссорились, конфликт перешел в избиение. Согласно уголовному делу, Минахметов и Хазиев накинулись на хозяина квартиры и его гостя с кулаками. Первого они забили до смерти, второму удалось выжить. Преступление было не раскрытым, пока не задержали подозреваемых в краже. Их отпечатки совпали с обнаруженными в 2012 году в квартире убитого мужчины. Итог: трое на скамье подсудимых. Одного обвиняют в краже, вину он признал, второго в убийстве и третьего в том и в другом. Они вины не признали ни в чем. Считаем, что вина, значит, именно в тех деяниях, которые инкриминируют моему подзащитному следствию, именно по 105 статье, она не подтверждается собранным материалом по делу. Поэтому в этой связи мы уже попросили переквалифицировать, значит, вину на 111 статью, это, то есть нанесение тяжких телесных повреждений. Они сами захотели, чтобы был суд присяжных. Коллегия заседателей единогласно признала всех троих виновными. Суду оставалось только назначить наказание. Сирин Фардинов за кражу проведет 4,5 года в местах лишения свободы. Рустему Минахметову за убийство суд назначил 17 лет лишения свободы, а Айрату Хазиеву за убийство и за кражу 23 года. Елена Саляхова, Ильшат Мухаметов. Вызов 112.